Ну, а мы уже в Чувашии, в колхозе «Знамя труда» Маргаушского района. Наслышано, что колхоз этот богат. Накопление 4 миллиона. А куда же мы попали? Ни привычных новостроек, ни каменных зданий. Даже вывески на конторе нет. Колхозники все знают, где наше правление колхоза. И коммунальный он спросит, найдет. Алло. Еще раз пообращаюсь, Андрей. Сам председатель, бухгалтер, 2 счетовода и 1 агроном. Ильина Евминия Алексеевна. Она же порторг и бригадир тракторной бригады. Вот и весь управленческий штат. Но всегда здесь все вовремя убрано, а планы выполнены, и погода им не мешает. Вот я здесь работаю председателем 30 лет, когда нужны дожди, и когда надо ясная погода. Вот непогоды, как это называют все время, у нас это на нашей территории не бывает. На нашей земле не урожай, я просто не верю. Как же так 30 лет не случилось, может на 31-м случиться, просто не верю. Кто это так говорит, болтун, думаю, все, или лентяй. 30 лет председателем колхоза, 40 лет в партии Евтихий Андреевич Андреев. Герой социалистического труда, он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР Чувашии. Сам участник войны, он лично внес несколько тысяч рублей в фонд защиты мира. Некоторые факты его биографии похожи на жизнь героя фильма «Председатель». За строптивый характер один журналист в шутку назвал Андреева якобинцем из Маргауш. Лет 10 теперь мы отказались от так называемого подъема земли. Почему? Весной вот на черной земле снег очень быстро растает. Самый плодородный слой смывает. А вот так с границы стерня, и вот первый снег в стерне ложится, как правило. И зимой снег на снег больше накапливается снега. Однако разберемся в такой загадке. Колхоз небольшой, пашни 2000 гектаров, показатели по урожайности и надоям немного выше среднего. Откуда же миллионные прибыли? Чем берет Андреев? Ну, как сказать, мужистым нюхом, что ли? Да, крестьянская смекалка подсказывает ему, что капитальные вложения, например, комплексы, вещь очень дорогая. Поэтому строят здесь светелки для коров из дерева, и выходит дешево. Всю технику, она ведь тоже дорогая, хранят под крышей, не гоняют машины зря, где можно запрягают лошадку. Экономят на всем. Зато получают колхозники, пожалуй, больше, чем в других хозяйствах республики. Прибыли есть, а все-таки грустно на душе. Молодых-то лиц на ферме не видно, не привлекает ручной труд. И что же дальше? Как сложится судьба колхоза? А мы направляемся в последнее хозяйство, в крупнейший колхоз. Иначе истина будет неполной. Конец сентября, и повсюду такая картина. Тысячи горожан пришли на помощь селу, чтобы взять из раскисшей, ставшей болотом земли, урожай. А как быть тем, у кого картофельное поле занимает сотни гектаров? Горожане нам не нужны во время уборки. Опасаетесь за колхозников? Могут испортиться, могут. Потому что, надеяться, приедут студенты, приедут заводы рабочие, доделают, а время не ждет. Из своих деревенских Александр Евминьевич Евтихеев, председатель колхоза «Победа» Ельчаковского района. Работал здесь главным агрономом, потом в районе, в управлении сельского хозяйства. А лет 7 назад из-за болезни председателя колхоза проводил он перевыборные собрания. Только предложили новую кандидатуру, как кто-то выкрикнул «Евтихеева!» и зал зааплодировал. По меркам нечерноземья хозяйство это крупное. Земли 9000 гектаров. 2 председателя до Евтихеева были героями социалистического труда. Так, наверное, легче жить, получив в наследство крепкое хозяйство. Это со стороны может показаться легче вести хозяйство. Но с другой стороны трудно работать, когда хозяйство высокорентабельное. Удержать на таком уровне, не только расти, это очень трудно, чем начинать с нуля и наращивать проценты подъема. Люди рассуждали, как было при том председателе, как новое дело поведет. Ну, потом год прошел, 2, 3, люди убедились, что хозяйство экономически выше и выше.
Теперь уже работают увереннее. Помните, молодой председатель Кислицын начал с того, что упразднил бригады. А здесь не спешат с реформами. У нас в колхозе бригады метод организации труда. Когда колхоз укрупнился, стало у нас 9 бригад комплексных. А до укрупнения это были самостоятельные колхозы. Во главе бригад стоят опытные бригадиры. И, как показывает опыт, как показывает жизнь, бригадный метод себя оправдал. К цели есть разные пути. И роль руководителя на каждом этапе различна. Задача Кислицына — собрать воедино коллектив. Задача Евтихеева — корректировать работу отлаженной системы. В здешнем хозяйстве получает по 35 центнеров зерна с гектара, свыше 3000 килограммов молока от коровы. Колхоз «Победа» награжден орденом Ленина, занесен на всесоюзную доску почета. Но вот парадокс. Колхоз «Победа» имеет в банке 1 000 000 рублей, а небольшой колхоз «Знамя труда» — 4 миллиона. Колхоз «Победа» тратит много, зато и производит продукции в 5 раз больше. Значит, важно не просто копить деньги сами по себе, а пускать их в дело, чтобы накормить больше едоков, чтобы сделать жизнь своих односельчан краше. Зарплаты, конечно, человек любой работать не будет производительно. Надо труд оплачивать. Сколько он произвел, столько же, соответственно, оплачивать. А главное — воспитание людей, воспитание колхозников. Чтобы колхозник, каждый говорил: наш колхоз, мы колхозники. Чтобы он чувствовал себя хозяином на земле. Не частным хозяином, а как в общественном понятии хозяином. Пора подводить итоги. Разные судьбы, разные хозяйства. И нет единого рецепта. Но бесспорно одно: руководят ими люди талантливые. И кажется, если найти в каждом районе 15-20 хороших организаторов, то все проблемы будут решены.